Всем привет, с вами опять же Эркебек, и сегодня мы будем устанавливать Android Studio для операционной системы Windows. Для этого открываем браузер, вводим в адресной строке Android Studio и открываем самую первую ссылку, а точнее это developer.android.com. Здесь нажимаете Download Android Studio, принимаете соглашение, ну и нажимаете еще раз Download. И потом ждете, пока она загрузится. Весит она довольно много, примерно 980 мегабайтов. Она у меня уже скачалась. После этого открываем этот установочный файл. Нажимаем кнопку Next. И еще раз везде нажимаем Next. А здесь вы можете выбрать путь, куда надо установить ее. И еще раз нажимаете Next. Так, Install. И ждем, пока программа у нас установится. Когда закончилось, еще раз нажимаем Next и Finish. Здесь нажимаем ОК. Android Studio у меня запускается. Здесь он спрашивает, можно ли отправлять ваши, то есть данные использования в Google. Но я не хочу, чтобы он отправлял. Так, как только она будет запускаться в первый раз, он должен установить Android SDK. Так, здесь давайте выберем стандарт. Next. Мне нравится темная тема. Так, и да, вот здесь он предлагает вам установить Android SDK. Здесь просто нажимаем Finish. Здесь он будет скачивать версии Android, ну и также эмуляторы, ну и все, что нужно для разработки под Android. Ну и также для удобной работы с Android Studio вам необходимо как минимум 4 гигабайта оперативки, то есть 8 это нормально. Ну и также довольно такой хороший процессор. Когда она закончилась, нажимаем Finish. В процессе установки у вас может спросить некоторые разрешения, везде будем нажимать «Да». И давайте же проверим работоспособность нашего Android Studio. Здесь мы выберем такой пустой шаблон и нажимаем Next. Попробуем написать наше первое Hello World приложение. Давайте назовем его также Hello World. И здесь мы выберем папку. Я хочу выбрать свою папку, где я обычно сохраняю свои проекты. Так, Mobile. Да, здесь я создам новую папку именно для обучающих проектов. Язык выбираем Java. То есть вы можете выбрать и Kotlin, но Kotlin он довольно новый, и я вам советую также использовать Java. Так, здесь ничего не меняем и нажимаем Finish. Так, как только приложение, то есть как только проект откроется, он начнет скачивать все свои нужные библиотеки и данные. То есть в основном это Gradle. Gradle он будет скачивать только один раз, когда вы будете создавать проект. И оно может занять чуточку больше времени. А остальные сборки, они будут уже довольно быстрыми. Так, давайте подождем, пока проект соберется. И здесь он также может спрашивать некие разрешения. Если у вас выйдет такое окно, то ставим галочку везде и нажимаем Allow Access. Так, видим, что у нас проект сбился. Давайте посмотрим. В папке Java будет храниться ваш Java код, ну и также в папке REST видимая часть вашего проекта, то есть User Interface. Так, у нас проект это... В нашем проекте здесь будет просто какой-то текст Hello World. Давайте его запустим. Ну и также, если у вас телефон Android, то я покажу вам, как
включить мод разработчика на вашем телефоне. Так, это мой телефон Android, здесь Xiaomi. Так, сперва заходим в настройки, находим пункт по телефоне, и если это у вас тоже MIUI, то нажимаем несколько раз версия MIUI, пока система вам не скажет, вы стали разработчиком. Если у вас другая прошивка, например, Samsung или там что-то другое, вы можете также зайти в о телефоне и нажать на версию сборки или что-то подобное. Если вы вообще не нашли, то вы всегда можете поискать в Гугле. Вот, система говорит мне, что я стал разработчиком. Теперь после этого находим пункт расширенные настройки. Здесь будет еще один пункт для разработчиков. Здесь также крутим вниз, находим галочку отладка по USB и разрешаем, нажимаем ОК. Также включаем установку через USB, если она здесь есть, а если нет, то можете ничего не делать. На Samsung пункт для разработчиков, возможно, находится в самом низу перед пунктом о телефоне. Так, на этом все. Теперь можем запускать наше приложение. Так, как только вы подключили свой телефон, там у вас могут спросить некие разрешения. Там тоже будем нажимать везде «Да». И если у вас все прошло успешно, то вы увидите модель своего телефона здесь. Выбираем его и нажимаем на кнопку «Ок». Так, будет еще одна компиляция. Первая компиляция тоже может занять довольно долгое время. Ну и вот. Видим, что наш проект сбилдился. И также мы увидели, что у нас в телефоне установилось это приложение, и там написано Hello World. Давайте попробуем поменять текст и запустить еще раз. Мы написали Salam Diner. Так. В последнее время в Android Studio ввели новую функцию, это Instant Run, которая предполагает, что если вы сделали небольшие изменения, то ваш проект должен собраться очень быстро, то есть запуститься мгновенно. Но на нем он работает как-то нестабильно, и часто вы можете увидеть вот такие вот ошибки. И чтобы выключить этот Instant Run, откроем настройки Android Studio. Здесь во вкладке Build Execution and Deployment выбираем Instant Run. И здесь убираем галочку и нажимаем ОК. Давайте запустим еще раз. На второй раз проблем уже не должно быть. Вот проект у нас билдился, и мы в своем телефоне видим, что там написано Salam Diner. Так, давайте немножко увеличим шрифт нашего текста. Как вы можете видеть, Android Studio, он автоматически делает подсказки, и следуя этим подсказкам вы можете быстро понять, что тут происходит. То есть добиться того, чего вы хотите. Вот мы увеличили наш текст и запустили еще раз. Вуаля, в телефоне мы видим текст с увеличенным шрифтом. Также вы можете чуть подредактировать Java код. Здесь в Main Activity, например, при нажатии той кнопки в приложении, там выходил текст Replace with your own action. Давайте здесь напишем Бұл менің ең бірінші мобильдік қолданмам. Так, запустим еще раз. И вот, давайте попробуем нажать на эту кнопку, и мы видим наш текст, который мы написали. И вот на этом мы установили Android Studio на операционную систему Windows, и также успели его протестить, и у нас все работает. Всем спасибо, желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!